Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Апросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. Вслед за пожаром в пригороде Казани разгорелся конфликт между погорельцами. Узнаем, в чем один сосед винит другого. Ну что, добились, да, Рафаэл? Чего добились? Пожар. Не спешились перед пешеходным переходом и попали под машину. Но они, то есть, врезались мне в бок, потом доехали до сюда и остановились. Расскажем о двух похожих случаях из Казани и Лениногорска. Авария в самом центре столицы Татарстана. Покажем ДТП на Кремлевской и назовем его предварительной причиной. У нее был знак «Только направо». Все это и не только прямо сейчас. За сутки противопожарные подразделения Татарстана потушили 8 возгораний, все в жилом секторе. Одно из них в Казани, на улице 8-й Атарской, загорелся гараж около частного дома. Пламя быстро перекинулось на стоящее рядом жилье соседей. Еще до того, как огнеборцы закончили свою работу, вспыхнул конфликт между погорельцами. Люди обвиняли друг друга в случившемся. Подробности в репортаже с места событий. Ну что, добились, да, Рафаэл? Что сделали? Добились, говорю. Добились? Да. Чего добились? Пожар. Ну что, вы же не специально это сделали? Как это? Огонь вспыхнул в кирпичном автомобильном гараже, который построен в опасной близости от жилого помещения. Пожарные прибыли за считанные минуты, но пламя успело перекинуться на соседние строения. По словам хозяина пострадавшего жилого помещения, такая скорость у огня была потому, что в гараже хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Гараж. Это мой дом. Вот отсюда начал. Там бензин, солярка. Он бензин до сих пор же горит, солярка. Все, потолок. Помимо выгоревшего автомобильного бокса, серьезно пострадали крыша жилого дома и сарай, в котором находились домашние животные. Их успели спасти. Соседи поспорили о причинах произошедшего. Один пострадавший уверен, причина в нарушении правил хранения горючих материалов. Второй категорически отрицает этот факт. Что запрещено? Что запрещено? Две канистры были, и что? Где-то там 20, вам до сих пор еще горит. Вы что? Ну, а ты говоришь, а сколько сгорел, сколько лопнул? Если так не было бы, он так не сгорел бы. Пока его сосед настаивает на версии о горючих жидкостях, хозяин, чье имущество пострадало первым, не исключает возможных проблем с электропроводкой. А вы дома были в этот момент? Да. Сразу увидели? Увидел сразу же. А пожарных вы вызвали? Пытались бригаду на улице мальчишки. Ну, проводка сгорела, может? Может быть, мы не знаем, что она. Мы не знаем. В гараже никого не было. Что-то ценное в гараже пострадало? Ничего. Шибко такого прям суперценного не было. Большего ущерба не произошло благодаря бдительности третьего соседа. Подросток, который в это время гулял рядом, вызвал спасателей. Я все, что давали в Божевском. Молодец, молодец. Что позвонил, молодец. Это ты позвонила, что ли? Причину возгорания предстоит установить дознавателям. Алена Струминская, Диляра Хабибульна, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. На съезде с улицы Вишневского в Казани столкнулись «Лада» и арендованный самокат. По словам водителя отечественной легковушки, в тот момент, когда он пересекал пешеходный переход, в машину врезалось средство индивидуальной мобильности, на котором по зебре ехали два пассажира. Об этом далее. Но они, то есть, врезались мне в бок, потом доехали до сюда и остановились. По версии водителя легковушки, он поворачивал на Тихомирного и притормозил перед пешеходным переходом. После того, как «Лада» пропустила людей и тронулась, в ее правую заднюю дверь влетел двухколесный электротранспорт, который, похоже, просто не успел остановиться. Я спокойно поворачивал с Вишневского. Этот поворот знаю, всегда пешеходов пропускаю. Вдруг, пропустил, то есть, людей, дальше еду, и в бок мне врезаются самокатчики, причем вдвоем на одном самокате. После столкновения самокат устоял, и люди не упали. По всей видимости, удар оказался скользящим. Первоначально молодые люди, которым по 15 лет, отказались от вызова скорой, но позже изменили решение. Спокойно пешком сами слезли, нормально стояли. Когда я сотрудников ДПС вызывал, спросил, нужна, не нужна скорая. Ребята сказали, все в порядке, скорая не нужна. В итоге они сами вызвали скорую, решили качать права. Для обследования пострадавших направили в ДРКБ. Их законные представители от комментариев на месте ДТП отказались. Я им сказал, давайте повреждения как-то оплатим, хотя бы там часть какую-то, потому что
Ну, мне тоже сейчас ремонт, это минимум 30 тысяч. Двери и порог. Вот. В итоге ничего. Один парнишка, вот, папе позвонил, папа приехал, говорит, да, я понимаю, готов оплатить, все без проблем. Второй парнишка какой-то, вот такой, любит права качать. Ну, врачи сказали, которые вот на скорой приехали, что с ними все в порядке, но для того, чтобы оформить вот все, их повезли в травмпункт. В минувшие выходные в Лениногорске водитель Kia сбил на зебре детей на самокате. Мальчики не спешились перед переходом. Иномарка не успела остановиться и наехала на школьников. Их с травмами госпитализировали. Рамиль Шайдуллин, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Юный питбайкер угодил в ДТП в Тукаевском районе. Все произошло в селе Большая Шильна. Там 4 ребят катались по улицам населенного пункта. Один из них не учел потенциальной опасности своего средства передвижения. Проезжая мимо группы людей, он задел велосипедиста. В результате оба упали и получили ушибы. В прошлом году в республике произошло 35 аварий с участием питбайков, в которых были ранены 27 человек. С начала этого года подобных ДТП зарегистрировано 3, 4 пострадали. Эпизоды с участием подростков в республике участились. На это обратил внимание Раис Татарстана. На субботнем совещании он отметил, что причина происшествий – недостаток внимания со стороны родителей. Кроме того, он дал поручение усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Причиной ДТП в 300 метров от Спасской башни Казанского Кремля, по предварительным данным, стало недостаточное внимание к дорожным знакам. Автоледи проигнорировала сразу 2, предписывающие только направо и уступи дорогу. К чему привела такая невнимательность, в нашем следующем репортаже. Уйдите, вы сказала! Уйдите, вы не имеете права снимать! Право снимать около Казанского Кремля у нашей съемочной группы, конечно же, есть. Хотя бы для того, чтобы напомнить, если автомобиль поднимается по Чернышевского от Булака, то на Кремлевской он должен повернуть только направо, что предписано дорожным знаком. По словам очевидцев, женщина за рулем белого Hyundai этого требования не исполнила, что стало неожиданностью для водителя красной иномарки. Я ехал по улице Кремлевская. Неожиданно слева вылетел автомобиль, управляемый женщиной, Крета, Hyundai Крета. Не успела тормозиться и получилось ДТП. После того, как я влетел в эту машину, она накатом поехала в припаркованный Цивик. У нее был знак только направо. Я как бы не ожидал, что она туда поедет, поэтому получилось то, что получилось. Повреждения, полученные при первом столкновении, были значительными, и водители опасались, что обязательная страховка их не покроет. Упрощало ситуацию то, что разногласий в обстоятельствах происшествия не было. Женщина ехала по второстепенной дороге, не пропустила машину красную, в нее въехали, и она по инерции поехала в мою машину. Сюда вообще не заехать. Оттуда именно. Справедливости ради, нужно отметить, черная «Хонда» стояла на велосипедной дорожке и не стала бы участницей этой аварии при соблюдении ПДД. Впрочем, степень вины каждого определят на разборе ситуации. Участники все сфотографировали, обменялись телефонами и поехали в центр оформления ДТП. Олег Хайруллин, Диляра Хабибуллина, Альбина Минаева, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.